Сегодня мы расскажем вам о подвиге женщины, матери, которая не остановилась ни перед чем для того, чтобы вывести из леса своего единственного сына. Вы не услышите сложных юридических терминов. Мы не будем говорить о том, какая наступает мера ответственности человеку, добровольно вступившему в члены НВФ. Мы расскажем вам о судьбе одной из сотен. Помогите. Ради Аллаха, помогите. Помогите спасти обманутых детей. Арсену Дзейтову 24 года. Про этот возраст принято говорить, только начинает жить. Но несмотря на свою молодость, он многое успел. Успел закончить вуз, юридический факультет, жениться, в семье растет дочь. К сожалению, успел еще и приступить закон. Арсен – единственный ребенок в семье. Его мама Соня с большой теплотой и нежностью окидывает взглядом своего сына. Так способна смотреть только мать. И несмотря на то, что Арсен за решеткой, она счастлива, что сейчас хотя бы может видеть, слышать его и мечтает о том, чтобы этот кошмар поскорее закончился. И только супруга Луиза лишь позволила себе скромно поздороваться с мужем, входя в зал судебного заседания, и молча поспешила сесть на последний ряд. И ни разу в ходе всего процесса она не взглянула на Арсена. И не потому, что не хотела. Вот она, высшая степень соблюдения всех норм поведения вайнахской женщины. А сам Арсен теперь свою жизнь будет мерить на до и после. До того, как ушел в лес, и после, как вернулся. По словам мамы, Арсен рос очень добрым и отзывчивым мальчиком. Еще в раннем детстве он был способен на такие поступки, что не любой взрослый решится. 3 годика он сам попал под автобус, у него большой шрам на голове, он долго лежал в больнице. И когда ему было лет 5, мы в селе, где жили, у нас прямо за воротами была дорога, и вечно транспорт, машины ездили. И у него была двоюродная сестренка, ей было годика 3 тогда, наверное. Она выбежала на эту дорогу, у него, хотя страшный страх, у него страх стоял перед этим движением после аварии своей. И вот она выбежала, он когда уже увидел, что она посреди дороги стоит, и машина едет, что он не успеет ее с дороги убрать, он что делает? Он ее под себя кладет и сам на него ложится, и машина прямо у них притормозила. Ему было 5-6 лет в то время. Вот он решил, раз уж у меня ничего, я уже не успеваю ничего сделать, пусть уж уже я пострадаю, чем сестренка пострадает. Вот это было ему в 6 лет, когда было. Потом началась война, мы уехали жить в город. И вот после первой войны, когда мы приехали в город, у нас, нищета, конечно, разруха, денег нету, на работе никому не платят. И кто как мог зарабатывать. Я частные уроки давала за час 10 рублей, я помню, и тогда для нас это было, мы могли купить хлеб, сахар, продукты. И я один раз прихожу с работы домой, я в школе работала, смотрю, у нас соседские мальчики, вместе с ним все стоят в одинаковых маечках, в одинаковых кроссовках. У младшего мальчика игрушки на руках. Я говорю, это что такое? Я говорю, вы что, с одного магазина все? Он меня тянет за руку, говорит, пойдем, я тебе все объясню. Ему тогда было 10 лет. И он мне объясняет, пришел дядя, говорит, и он мне дал 300 рублей. В то время 300 рублей это были большие деньги для нас были. И он мне говорит, ты же видишь, они в калошах ходят, дети, жарко же на улице. Ты только не ругайся и их не ругай, они здесь вообще ни при чем. Говорит, я пошел, мы купили им кроссовки, а маленького вообще игрушек никаких нету. Я ему игрушки купил, сникерсы купил, в общем, все, что мог на эти деньги купить. Все купил. Вы его не отругали? Нет, я так подумала, вот за такой поступок как можно ругать. Ничего не сказала. Я говорю, ладно, раз сделал, так сделал, что теперь делать. У меня сын был вообще, он очень был быстрый, такой шустрый, и вечно с ним что-то приключалось. Вот эта авария. Вот. Он прямо выскочил на дорогу под автобус. С него прямо, можно сказать, скальп с головы сняла. Я сколько с ним пролежала в больнице. Потом выписались оттуда. Он залез на стол, опрокинул на себя кипяток. Обожженный был, сколько я с ним мучилась. Вечно падал.
Мало того, что просто спокойный ребенок, мама не спит, а тут такой быстрый, шустрый ребенок, конечно, и бессонные ночи были, и все было, как и у всех нормальных матерей. Несмотря на все жизненные трудности, в семье всегда царила атмосфера дружбы, тепла и доброты. С начала первой военной кампании в Чечне Соня вместе с сыном уезжает в Калининград. Арсен заканчивает там школу и поступает в университет на юридический факультет. У парня хорошие перспективы, да и достаток в семье стабильный. Соня гордится сыном. Но в какой-то момент все же связь между матерью и сыном оборвалась. Ну вот я, знаете, все время думаю, наверное, у родителей не хватает времени общаться с детьми. А ведь всегда в семье все время должно быть общение отца, матери и детей. В каком плане? Что они планируют, что они думают, что завтра собираются делать. Диалог должен быть между родителями и детьми. А если он потерян, если не хватает на это времени, наверное, они как-то уходят в другие сферы, к другим людям, к детям, знакомым, в интернет, вот куда-то они уходят. И когда вот этого взаимопонимания полного в семье нет, когда нет тепла действительно в доме, где-то они тепло или понимание находят на стороне. И не всегда эта сторона бывает такой хорошей. И вот мне так кажется, я все время об этом думаю. Может быть, то же самое произошло и вот в семье у Вот Сони? я так думаю, потому что Соня, вот мать этого мальчика, она абсолютно она была и матерью, она была женой, она была снохой, она была добытчиком, она обеспечивала всю огромную семью, которая осталась без родителей, без никого. 9 душ. 9 душ, которые выросли на ее глазах. И сама жена такая же молодая, как они была. Но большая такая ответственность, что она обязана, наверное, она в этот момент упустила вот близость, теплоту с собственным сыном. Не хватило времени, наверное. И вот, наверное, вот в этой ситуации она потеряла контроль над ним или не заметила, как он перешел на какую-то сторону. Не заметила, я так думаю. Я сейчас думаю, потом вспоминаю, когда это могло случиться. Наверное, вот война. Вот после войны мы уехали, мы в Калининграде жили. Потом я приехала, чтобы как-то дом надо было, в основном все сгорело, что-то как-то делать, а он там учился. Наверное, вот где-то что-то я упустила. Наверное, он уже закончил школу, он уже, можно сказать, был взрослый, но что он такое сделает, и все равно, где бы, как бы я не упускала и не упустила, я никогда бы не подумала, что он может такое сделать. Хотя бы какие-то предпосылки для этого были, или разговор какой-то, или, я не знаю, тема такая, чтобы именно вот про это движение. Ничего такого не было, чтобы я могла заподозрить, что он может куда-то уйти. Не было такого, и это был для меня, конечно, страшный удар. В апреле 2009-го, будучи студентом 3-го курса, Арсен приехал на родину, на свадьбу. Через месяц молодому человеку нужно было возвращаться в Калининград. В день отъезда его сотовый замолчал. Мать в течение целого дня не могла дозвониться, а вечером ей принесли записку от Арсена. Мама, прости, я так решил, не мог поступить иначе. Я ушел в лес к своим братьям. Меня не ищи, простите меня за все. Ее содержание было для меня подобно грому среди ясного неба, вспоминает Соня. Я не решалась сказать об уходе сына даже ближайшим родственникам. В милицию сообщать тоже побоялась. И Соня решается попробовать разыскать сына сама. Сообщив родственникам, что она идет в лес собирать черемшу, отправляется на поиски сына. Мы попытались вместе с Соней восстановить эту картину.
Valizin diel ehto biilasa hai vazilima kulibia. Kaachit lasa tu orsain. Karvait lasa hai vazilima kulibia. Diela kredih lasa. Del jort da vizin diel as diešta os dognšta. Hai vazilima kulibia. Vaga, Kamula. Duqa iho obsirma. Ničaro. Sai, sai efshiru. Duqa iho obsirma. Dagan öğrenin. وهنا أبي شوية شباب كنا خالدي صار يقطع أهم خوي إيش بيشعب خوي هاي خوي سبحانه Şun hoşumu da, hoşum bu zamandı. سواء هو ثاني قيل على خاليش زيت الأرسل مرة هاي نجح سنتاري خسك خاله صوت ناني من سو حنا عليل الشيالة سو حنا غير إزار سوولي سو حنا غير آريا جات ساعة اللي أسكش خبر ده تدري خبر ده توقعت ما هاي سبتيني Doğru. 21 день Соня провела в лесу. Я сидела, жгла костры, сидела у костра. У меня одна мысль была, вот как это, что это он сделал. У меня других мыслей просто не было, ни о зверях, ни о людях, ни о чем. У меня была мысль просто вот то, что он сделал, и то, что мне его надо найти. Вот. Других мыслей у меня вообще в голову не приходило. Это я теперь уже задним числом как-то понимаю, весь дело. На меня ж, ну ладно, люди, это одно, дикие звери же в лесу. Я не знаю, это я сейчас думаю, а по тот момент мне это даже в голову никак не приходило. Абсолютно я не боялась, я мечтала на них наткнуться, я просто мечтала на них наткнуться. И вот у меня мысль была, все, если я на них наткнусь, я уже конкретно найду своего сына. А что будет дальше, мне это даже в голову не приходило. Я когда заболела и ушла, уже из леса ушла, я была дома, у меня температура прошла, и у меня все время, что делать, как делать, я здесь лежу, а он там в лесу. У него, я знала, у него есть электронная почта, и адрес этой электронной почты я знала, потому что я с ним часто переписывалась в Калининграде. И я стала писать на эту почту письма каждый день. И когда я открыла эту почту, там же написано визит какого числа. Вот сейчас я даты не помню, но я поняла, что после того, как он ушел, он открывал электронную почту. Вот тогда у меня появилась реальная надежда, что он меня действительно услышит. И я стала писать письма. Я каждый день писала, не знаю, я уже не помню, не могу вспомнить, что я ему писала. Я плакала и писала письма на эту почту, но визита не было. Ровно через 7 дней, после того, вот я ему, значит, 7 дней написала 7 писем, высветилось, что был визит в 5 часов утра на электронную почту. Вот в этот момент, когда я увидела, что он все эти письма прочитал, я уже точно знала, что какой-то результат моим поискам обязательно будет. И в этот день вечером ко мне на телефон пришло сообщение, что он выйдет из леса. Там одна дорога в лес, вот куда они уходят, откуда они выходят, там другого пути в Арштах нету. И я в 12 часов ночи пошла на край этого села, на опушку этого леса там.
и ждала его ночью, пока он не выйдет. Вышел, он вышел в гражданской форме, и мы с ним уехали оттуда. В ту ночь, когда Соня вывела сына, в Аштинский лес пошла спецтехника. В результате проведения спецоперации была уничтожена группа боевиков. Останься в лесу хотя бы еще на ночь, и Арсен был бы среди них. Соня сама отвезла сына в Калининград. Арсен закончил университет, переехал в Москву, женился, у него родился ребенок. Через 3 года его задержали в Москве по подозрению в участии в НВФ. Поводом для задержания стала размещенная в интернете фотография ее сына с оружием в руках. Полгода в Москве шло следствие. Ничего плохого, по словам Сони, в отношении сына не нашли. Дело направили по месту совершения преступления в Ингушетию. Юнусбек Евкуров 7 января посетил сход жителей сельского поселения Ашты. Главной целью схода было обсудить пути решения проблемы терроризма. Узнав об этом, Соня поехала навстречу. Она понимала, что должна обо всем рассказать главе и попросить его о помощи. Это последняя надежда на спасение обманутого сына. Когда мой сын ушел, у меня вообще вопроса о своей безопасности и гарантии вообще не стояло. Что действительно, костер и одежь. Мне было безразлично, кто меня там найдет и что со мной будет. Вы реально совершили подвиг, и, конечно, вас надо ставить пример всем родителям. Никто здесь не застрахован, ни я, ни вы, никто не застрахован, даже при самом лучшем воспитании, что где-то сын там или дочка что-то не так, неправильно что-то сделает. Это есть. Это зависит от окружающей среды, от многого чего зависит. Но в понимании вопроса вы пошли, вы нашли, вы вытащили его. В сентябре 2011 глава Ингушетии подписал указ о создании комиссии по оказанию содействия и адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории Ингушетии. В середине октября 2012 года итогом работы комиссии стала явка с повинной 42 человек. 22 октября в Ингушетии начала работу телефонная линия для боевиков, желающих вернуться к мирной жизни. Сегодня я вам даю все условия. Еще раз прошу вас, в первую очередь прошу, а потом и требую. Помогите мне, чтобы спасти ваших детей. Мне помогите, чтобы я спас ваших детей, если они вам дороги. И второе, сделайте все, чтобы ваше подрастающее поколение за ними не пошло. Юнусбек Мамадгириевич встал и говорит: люди, помогите мне спасти ваших детей. Вот эта фраза, вот прям у меня дрожь. Она многого стоит, по-моему. Это проявление человечности, это проявление, я не знаю, милосердия. Он же не говорит за преступников, он не говорит за бандитов, он говорит именно за детей, которые независимо, не по понятным причинам втянуты вот в эту непонятную игру. В настоящее время дело Арсена Дзейтова слушается в Сунжинском районном суде. Совет безопасности Республики Ингушетия вышел с ходатайством о смягчении меры наказания. Гарантии дает закон. Так, ссылаясь на закон, из практики, я думаю, он должен быть освобожден из зала суда. Я думаю так. Суд примет правильное решение. Арсен ждет решения суда. Но что бы там ни случилось, говорит он, самое страшное уже позади. Он отказался от интервью. Стыдно. Но мы не стали настаивать. Причину своего ухода он объяснил так. «Мой троюродный брат с детства был для меня авторитетом», — говорит Арсен. «Я всегда хотел быть похожим на него. Еще в Калининграде я нашел его по интернету. Он был в лесу командиром бангруппы. Я переписывался с ним, а когда приехал в Ингушетию, захотел посмотреть, что же там в лесу. Но в первый же день своего пребывания понял, что все это такая глупость. А когда узнал, что мама ищет меня по лесам, вообще хотелось оттуда бежать. Я никогда никого не убивал», — говорит Арсен. «В течение месяца я никого в лесу не видел. Я отпросился у командира на 2 дня, объяснил, что хочет поговорить с матерью, и вышел из леса. Я искренне раскаиваюсь», — сказал Арсен. «И остаток своей жизни я каждый день, стоя на коленях, буду просить прощения у своей матери. Я очень сильно виноват перед ней».
А еще мне Арсен сказал, что очень сильно скучает по дочке. Для Белочки он будет лучшим папой на свете. У него красивая семья и есть ради кого жить.